Твоя Уфа продолжает свою работу. Мы рады приветствовать всех телезрителей, которые с нами уже на протяжении много времени, ну, либо те, кто присоединился к нам только что. Далее у нас будет интервью посредством дистанционного общения по скайпу. Мы созвонились для того, чтобы рассказать вам. Сейчас будет много информации касательно студентов и абитуриентов, которые собираются поступать в вузы Башкортостана. И поэтому сейчас будет про горячую пору для как раз-таки студентов, поступающих в вузы. Многие хотят поступить на бюджет, но не все знают об особом способе, которым это можно сделать. Это целевое обучение. О том, что это такое и как с его помощью поступить, к примеру, в Башкирский государственный педагогический университет имени Мифтахиддина Акмуллы, расскажет нам наш сегодняшний гость, который вышла с нами на связь. Мы с удовольствием приветствуем. У нас на связи начальник управления рекрутинга и карьерного развития университета Наталья Степановна Илюшина. Наталья Степановна, здравствуйте. И правильно ли я озвучил вашу регалию, потому что мы с коллегой беспорили насчет ударения рекрутинга или рекрутинга. Поправьте нас. Добрый вечер. И так нас читают. Ага. Хорошо, ну, значит, не ошиблись. Спасибо большое. Наталья Степановна, давайте вообще расскажем, потому что у многих на слуху, что такое целевое обучение. Многие знают, кто-то слышал, но до конца не понимает. Давайте все-таки с вами определим, что же такое целевое обучение. Ну, целевое обучение – это такая форма подготовки кадров. Например, в какой-то организации есть постоянная потребность, да, и организации нужно как-то этот дефицит, как сказать, ликвидировать. Для этого как раз-таки существует такая возможность, как целевое обучение. То есть, допустим, организация знает, что через 5 лет какой-то сотрудник уйдет на пенсию. И как раз-таки она может за этот период подготовить новый кадр, который займет его должность. Так раз-таки по условиям, ну, как бы договора, да, предполагается, что этот новый кадр, сотрудник будет работать там не менее 3 лет, как бы по условиям договора. Это обязательный минимум, который должен отработать выпускник. Ну, там есть еще разные условия договора, их можно менять. В сторону увеличения можно менять, а в сторону уменьшения, к сожалению, нельзя менять. Но, с одной стороны, это такая гарантия для выпускника, что у него будет обязательное такое рабочее место, он знает, кем он будет, где он будет работать. Это вот такой хороший плюс и поддержка, наверное, вот на современном рынке труда это хорошее преимущество. Ну, помимо вышесказанного, вот, и какие еще, к примеру, преимущества доступны абитуриенту, и почему лучше учиться по целевому направлению? Ну, наверное, сейчас главный плюс, который важен для тех, кто поступает, это, конечно, то, что поступление идет по особо выделенным местам. И, соответственно, как бы конкурс там гораздо меньше. Эти места выделяются почти на каждой специальности. Вот, например, если на специальность выделено 25 мест, то где-то 2-3 места идет на целевое обучение. Это такие же бюджетные места, как обычно. Никто ни за кого не платит. И эти абитуриенты зачисляются гораздо раньше. У них сроки зачисления, они самые первые идут, в первую волну зачисляются, то есть они уже будут гарантированно знать, что они зачислены, у них меньше стресса будет в жизни. И то, что касается конкурсной ситуации. Вот, например, 2 места выделены на целевое обучение, и подали документы 2 человека. Если они набрали, ну, как бы минимум проходной балл уже, то они гарантированно могут поступить. Если, конечно, подало, ну, человека 3 или 4, сложилась конкурсная ситуация, то, конечно, пройдут те ребята, у которых выше баллы. Но также еще по договору есть такие важные, наверное, плюсы в период обучения. Заказчик обычно тоже выделяет какие-то меры поддержки. Это может быть, ну, не какие-то прям большие финансовые выплаты на руки, это может быть, допустим, какая-то стипендия, это могут быть такие меры, как компенсация стоимости проезда, стоимости проживания, это может быть обеспечение констоваром. Ну, то есть здесь все зависит от того, кто заказчик, какие есть возможности у заказчика и, конечно же, какую профессию получает абитуриент, что там ему нужно, возможно, в будущей деятельности. Может быть, работодатель хочет оплатить какие-то курсы дополнительного образования, повышение квалификации, это тоже все возможно. Также из плюсов, конечно, то, что еще абитуриент, то есть уже как бы студент, да, целевик, он может проходить у заказчика практику, то есть уже знакомиться со своим рабочим местом, он уже может адаптироваться в коллективе, он уже будет знать, куда он идет конкретно и что он будет делать на этом рабочем месте. Давайте... Вот такие плюсы. Хорошо, Наталья Степановна, тогда вопрос такой, а сколько вообще мест целевиков, к примеру, в БГПУ, в вашем замечательном университете, и по каким специальностям они есть? Есть ли ограничения, может быть, на каких-то специальностях нет целевого, на каких-то есть?
Да, действительно, на некоторых специальностях просто мы не можем выделить целевые места, это регламентируется учредителем. Ну, например, по экономистам, юристам, наверное, скорее всего, не выделяют в целевые места. У нас то, что сфера педагогическая в основном, социальная сфера, здесь потребность в кадрах достаточно большая, и у нас как бы по всем нормативам 20% бюджетных мест отводится на вот эту квоту целевого обучения. Вот если по сумме посмотреть, вот в бакалавриате у нас на этот год 222 бюджетных места. Это и по очной форме обучения, и по заочной форме обучения, и плюс 90 бюджетных мест в магистратуре. Это мы специально выделяли для педработников, для учителей, которым нужно повысить квалификацию, возможно, освоить какие-то новые компетенции. Вот как раз-таки для них есть тоже такие места. И вот в том году у нас 41 учитель как бы поступили по целевому договору, они вот успешно учатся. Как бы, это такая тоже интересная и такая хорошая возможность повысить свою квалификацию. Насчет того, что по специальностям, по педагогическим профилям у нас практически все профили имеют квоту целевого обучения. Поэтому здесь выбор достаточно большой. Мне кажется, любой абитуриент может подобрать специальность, которая вот его интересует, которая ему нравится и которую он хочет получить. Ну и сейчас самый, наверное, интересный вопрос для тех, кто нас сейчас смотрит. А сложно ли вообще получить целевое место? Как это сделать, самое главное? Что нужно для этого сделать? Какие документы? Какими критериями должен обладать студент? И вообще, что нужно сделать? Обобщенный такой вопрос. В первую очередь, конечно же, нужно найти заказчика, которому нужны кадры, и которому кадры будут нужны с перспективы. У нас в системе образования, наверное, в этом плане проще, потому что есть всегда потребность, учителей много требуется, поэтому можно обратиться в любую школу, можно обратиться в отдел образования муниципалитета или города, можно в администрацию обратиться. В принципе, любая бюджетная организация может выступить в качестве заказчика целевого обучения. После того, как нашли заказчика, нужно с ним подписать договор о целевом обучении. Он типовой, можно найти даже в интернете, можно найти на нашем сайте. У нас есть даже образец заполнения, что там должно быть прописано, как это все формулируется. И здесь единственный такой нюанс важный, это, конечно же, что нужно, чтобы в договоре обязательно было прописано меры поддержки, были прописаны условия трудоустройства будущего и, так сказать, санкции в случае, если вдруг какая-то из сторона захочет нарушить условия договора. Договор он может быть либо двухсторонним, либо трехсторонним. Бывает такая ситуация, что заказчик есть и абитуриент, учащийся, а может быть заказчик, работодатель и учащийся. То есть, например, заказчиком может выступить администрация города, работодателем может выступить школа, либо детский сад, в принципе, там центр дополнительного образования, а уже абитуриент, он является гражданином, который выполняет условия договора. Здесь что нужно учесть, конечно, тем, кто хочет стать целевиком, что договор нужно заключить немножко пораньше до того, как подаются документы в университет, потому что уже на момент подачи документов нужно представить копию договора. Обязательно на договоре проверьте, есть ли все подписи, печати, номер, это юридический документ, поэтому все вот эти условности должны быть соблюдены. Также если не педагогически рассматривать специальность, тут зависит от того, кем вы хотите стать. Например, у нас есть целевики по профилю библиотечная информационная деятельность. Здесь у нас заказчики библиотеки. Например, по профилю прикладная информатика в здравоохранении, здесь у нас больница выступает заказчиком. Поэтому здесь все нужно смотреть, кем вы хотите быть, и, исходя из этого, нужно искать заказчика. Хорошо, мы поняли, что нужно найти заказчика, и понятное дело, что в целевом обучении по-другому не получится. А где найти их? Понятно, что нужно организацию для заключения договора. С кем вообще сотрудничает университет и куда устраиваются сами выпускники? Могут ли выпускники сами к вам обратиться, к примеру, точнее, те, кто поступают, обратиться к вам за помощью в поиске подобных организаций, которые могут предоставить такую услугу? Да, конечно, можно к нам обратиться. У нас есть база заявки по муниципалитетам, по республике нашей, по всем районам есть, где нужны какие кадры, мы можем подсказать, к кому обратиться. По Уфе здесь даже еще немножко проще, у нас здесь более централизованная система, мы можем прям дать координаты, кому стоит обратиться конкретно.
что нужно учесть, в каких, ну, какие-то нюансы бывают, потому что разные районы, разные потребности, там есть своя специфика, поэтому здесь никаких таких ограничений нет. Можно даже просто в свою школу прийти и у своего же директора спросить, вот, например, я хочу быть учителем русского языка, там, нужен ли вам через 5 лет, там, через 4 года учитель. Скорее всего, школа не отказывает, они смотрят, кадры действительно нужны, поэтому отказов очень мало. И здесь я тоже хотела бы, наверное, сказать, многие боятся такого слова «целевое обучение». Здесь вот студент-целевик, он обладает всеми правами бюджетного студента. Он такой же бюджетник, у него такая же стипендия, он также может проживать в общежитии, у него все, ну, все меры поддержки сохраняются. И плюс еще у него идут меры поддержки от своего заказчика или работодателя. Поэтому здесь вот в этом плане даже так выгодно быть студентом-целевиком. Но есть, конечно, свои нюансы. Какие, ну, еще дополнительные возможности для поступления, к примеру, на бюджет? Сейчас, может быть, не только целевиков берем, а в целом бюджетные места. Какие, точнее, не льготы, а какие преимущества у тех ребят, которые хотят поступить, какими преимуществами они как раз-таки и должны обладать, чтобы получить эти заветные места? Ну, в вузах есть такое интересное понятие индивидуальное достижение. Это значит, что за определенный список заслуг мы можем начислять до 10 баллов к тем баллам, которые есть вот по результатам ЕГЭ или вступительных испытаний. Ну, например, что учитывается? Золотой значок ГТО, вот он дает 2 балла при поступлении. Например, если абитуриент имеет аттестат с отличием, либо колледж закончил с отличием, там плюс 5 баллов идет. А если есть спортивные достижения, он хочет связать свою деятельность с физической культурой, поступает на соответствующее направление, там тоже есть своя система, там, например, кандидат в мастера спорта, является он членом сборной какой-то, тоже можно как бы заработать баллы. Ну и, конечно же, большой у нас такой пласт поступающих по результатам Олимпиады, например, Всероссийская Олимпиада школьников, либо какие-то Олимпиады, которые входят в большой перечень Министерства просвещения, там достаточно тоже большой список Олимпиад, за которые мы начисляем дополнительные баллы. Еще забыла такое нововведение. Впервые в этом году мы учитываем волонтерскую деятельность. Вот за нее можно до 4 баллов дополнительно получить. Но единственный вот нюанс, как говорил, что не более 10 баллов можно по сумме набрать за все вот эти индивидуальные достижения. Поэтому, ну, это, в принципе, в конкурсной ситуации плюс 10 баллов достаточно хорошая поддержка. Поэтому не забывайте предъявлять документы какие-то подтверждающие. Посмотрите, что у вас есть, какие заслуги. Вот, абитуриентам такой совет, чтобы потом не было грустно, когда уже прием документов закончится. Ну и также еще в этом году мы учредили такие, ну, как дополнительные стипендии для тех, кто у нас является победителем заключительного этапа Всероссийской Олимпиады школьников. У них вот дополнительная, ну, как бы базовая стипендия будет еще плюс 20 тысяч в месяц. Вот на первый год такая поддержка. И те, кто вот участвовал в нашей, у нас есть своя Олимпиада, Акмулинская Олимпиада, те, кто является победителями заключительного этапа, мы тоже вот учредили, что по 3000 плюс к обычной стипендии будут они получать. Это замечательно. А какие-нибудь льготные моменты, имеются в виду скидки? Да, вот в этом году мы тоже так проработали достаточно широкий спектр, ну, как систему скидок, да. В основном, конечно, мы сделали акцент на поддержку тех, кто работает в системе образования, тех, кто именно прям официально трудоустроен в какой-то образовательной организации, на поддержку своих выпускников, кто закончил наш колледж или университет и дальше продолжает в нашем же вузе. Для спортсменов тоже мы почти все заслуги постарались учесть, чтобы они могли тоже как-то по льготе получить образование. Для тех, кто участвует в движении WorldSkills, мы тоже, вот это такое современное новое движение, мы тоже как бы постарались простимулировать этих участников, чтобы они могли получить образование. Также тех, кто у нас имеют какие-то тоже успехи в учебе, у них тоже аттестаты или дипломы с отличием, там тоже есть, в принципе, достаточно широкая система скидок. Максимально у нас скидка, точнее, минимально от 10 до 25%. Это, в принципе, ну, на четверть как бы меньше платить. Это тоже достаточно такая хорошая поддержка. Но здесь есть такое у нас тоже условие, что скидка сохраняется на второй семестр только при хорошей и отличной успеваемости. Такой стимул, чтобы наши студенты, перваши не расслаблялись. Времени немного осталось, Наталья Степановна. Давайте подытожим. И хочется еще узнать, насколько пандемия и ковидные моменты также сыграли на формировании всей системы, да, на будущий учебный год. Что, так скажем, подкорректировалось вот в связи с этим? Наверняка также будет практиковаться дистанционное, да, обучение, ну или какие-то другие моменты. Расскажите вкратце буквально.
Ну, вкратце, мы очень быстро все освоили систему дистанционного поступления уже второй год, поэтому уже и абитуриенты такие в этом году адаптированы. У них уже не вызывает испуга эта система, они спокойно все сканируют, прикладывают, нет такого страха, как в том году был, поэтому абитуриенты молодцы. И также, конечно, то, что, вот, наверное, может быть, не знаю, плюс-минус, но то, что вот дистанционно, к сожалению, некоторые экзамены тоже придется сдавать дистанционно, например, вот рисунок, да, вот сложный такой экзамен, но придется его сдавать удаленно, там есть свои правила, критерии. Ну, наверное, с одной стороны, пандемия, может быть, и даже так сыграла на руку в том плане, что абитуриентам из-за того, что дистанционная подача документов, открылись возможности, да, не надо приезжать лишний раз, например, в Уфу, чтобы подать документы, можно спокойно из дома все оформить, не надо как бы лишних действий делать, также и рейтинги все дома можно посмотреть, буквально с телефона можно все сделать, все действия, экзамены даже у нас с телефона сдают, поэтому в этом плане, наверное, немножко упростилась система. Наталья Степановна, вам большое спасибо. Уверен, что Башкирский государственный педагогический университет имени Акмуллы исключительно плюсы извлечет из всей сложившейся ситуации, я имею в виду, конечно же, пандемию, и уже, как мы видим, сумел адаптироваться. Мы желаем вам наибольшего количества студентов, которые с охотой идут и поступают в ваш вуз, и надеемся, что статистика прошлого года будет превзойдена. Ну, мы так всегда желаем, потому что это самый главный показатель. Надеемся, наши студенты будут оставаться в нашей республике и поступать в наши замечательные вузы. Спасибо вам. Спасибо за пожелания. Хорошего вечера. Спасибо. Вот так вот, если ваши дети или, возможно, вы, молодые ребята, кто нас смотрит, собираются поступать в педагогический университет, обратите внимание на целевое обучение. Только что мы поговорили очень детально об этом, и я думаю, что вся информация есть на официальном сайте педагогического университета, поэтому проходите и узнавайте всю информацию. На этом у нас не все, мы продолжаем эфир телеканала «Все о фан».